Сельскохозяйственная отрасль для нашего народа была одной из важнейших, и все, что происходило в жизни предков, было как-то связано с этой деятельностью. И видно, тогда же был создан первый календарь. Каждое название месяца имело свой глубокий смысл. Название месяцев связано либо с проведением сельскохозяйственных работ, либо с временами года, с какими-то особенностями. Например, вот если вот мы возьмем Нежгамской год, да, январь, то есть Недж это дуб. То есть в январе наши предки, как правило, срубали дуб. То есть они считали, что в январе дуб наиболее, скажем так, в лучшей форме, в лучшем виде себя проявляет, и поэтому в самое время его рубить. Дальше, например, сякур год. Сякур, сей – это олень, вы знаете. Кур – рога. То есть это время, когда олень сбрасывает рога. То есть, понимаете? Дальше, например, мот-халбут. Мот – это древесный сок. Хал, то есть это в марте начинается сокодвижение от корней к кроне, к веткам. Соответственно, это время, когда мотхал, то есть когда сок поднимается от корней. То есть все не случайно, все очень выверено, все очень точно, знаете, и продумано. То есть понятно, что это наблюдение не одного десятка, там, может, и не столетия. Это народная мудрость получается в календаре. Конечно, никакие записи о существовании календаря на ингушском языке до нас не дошли. Люди хранили это в своей памяти и передавали из поколения в поколение. И вот воплотить опыт мудрости предков в форме канцелярского календаря пришла только в 21 веке. И первооткрывателями в этом деле стали сотрудники Россельхозцентра. Специалист по связям с общественностью Руслан Боков рассказывает, что впервые подобная идея возникла в 2019 году. Тогда они выпустили календарь с фотографиями башенных комплексов и пейзажев горной части республики. А уже в 2020-м начали работу над созданием календаря с ингушскими наименованиями месяцев и переводом их на русский язык. Мы решили сделать его двуязычным, билингвовый календарь выдать с названиями месяцев на ингушском языке. То есть ингушские названия месяцев, плюс ко всему мы тут же использовали и пословицы, то есть мы брали наши пословицы, поговорки ингушские и переводили их на русский язык. То есть, соответственно, вот идет название на ингушском языке месяца, перевод на русский, пословица и также с переводом. Работа над созданием календаря была трудоемкой, поскольку это был первый такой опыт, и, как выяснилось, впоследствии в нашем народе существовало несколько вариантов календарей. Кроме сельскохозяйственного, был еще и религиозный, связанный с древними верованиями ингушей. Но разработчики взялись за календарь, связанный с сельхозработами, так как он более соответствовал полю их деятельности. Мы привлекали к этой работе многих преподавателей ингушского языка и из школ республики, и университетские преподаватели. Обращались мы и к актерам, к знатокам ингушского языка. То есть эта работа, она велась довольно-таки долго. Работа велась очень тщательно, вся собранная информация подвергалась проверке. Создание такого календаря для специалистов Россельхозцентра было важным шагом, поскольку, с одной стороны, это просветительская работа в плане популяризации ингушского языка, а с другой, хотелось, чтобы побольше людей узнало и о деятельности самой организации. Каждая иллюстрация, которую мы видим в календаре, создавалась индивидуально и подбирались тематические картинки. Некоторые из них рисовались на компьютере, другие – из фотографий, которые затем подвергались соответствующей обработке. Для этой работы был привлечен графический художник. Дело в том, что идеи были мои, а воплощал эти идеи именно на картинке Магомед Мальсагов. Мы с ним раньше работали еще в Министерстве культуры, и, соответственно, у него есть навыки рисования именно в компьютерной графике. И в чем еще интересный момент? Дело в том, что когда, например, какая-то тема ему заявлялась, какой рисунок мы хотим видеть, он как это воплощал. Например, история этого рисунка, получается, это его мать. Он поставил свою мать, она взяла в руки швабру, и, соответственно, он сделал фотографию, а потом уже внес это все в компьютер. И в программе уже переделал швабру под грабли, соответственно. Мы таким образом выкручивались из положения. Какие-то картины мы создавали на основе фотографий. В левом углу календаря мы видим герб Россельхозцентра России, а с правой стороны еще одна уникальная идея разработчиков. Это символ, который может рассказать все о нашей республике. В центре башни, на которой изображен колос, рассказывающий об основной деятельности и республики, и автора проекта «Сельское хозяйство». Вокруг башни желтый круг, символ солнца, и обрамляет все это цветочный орнамент. Дело в том, что на наших истингах наши предки
при изготовлении истинга вот этих ковров они использовали, то есть орнамент. Был животный орнамент, был растительный. В данном случае мы использовали растительный орнамент, который также отображает нашу деятельность, то есть и показывает, символизирует Республику Ингушетия. То есть вот все взаимосвязано, то есть понятно, что это об Ингушетии и про Ингушетию. Кроме того, на каждый месяц подобраны тематические пословицы и поговорки с переводом на русский язык. И перевод не прямой, а смысловой. Безусловно, все пословицы на ингушском мы подбирали также тематически, то есть мы их подбирали по времени, по сезону, по каким-то работам сельскохозяйственным. Например, «Бастендену анбутхуап», то есть это вот мы на май, бекрик будет. Весенний день, зимний месяц кормит. Или, например, вот «Хули лях таньезу туадл, лудды лях ту елы туол». Это в январе, вот на январь, то есть будет влаги земли достаточно, даст она урожай богатый. То есть, соответственно, под каждый сезон, под каждый месяц мы подбирали пословицу, наиболее подходящую вот именно по сельскохозяйственным работам, вот, и это отображали. Плюс, да, переводили их тоже, то есть старались сделать перевод не просто дословный перевод, а вот более такой художественный перевод. Но это тоже не для языковеда, не для лингвиста, это тоже очень сложно, и поэтому работа проделана, колоссальная. Безусловно, я для себя очень много узнал, потому что вот некоторые названия месяцев, конечно, они были в голове. Мы часто слышали там, да, Бекарик Бухт, там вот такие вот слова, Лейчел Бухт. Вот, но не все 12 сразу. Соответственно, вот эта работа, она, то есть, прежде всего, она помогла мне и вот коллегам, кто этим занимался. То есть мы сами для себя поняли и узнали вот название вот всех 12 месяцев. Плюс ко всему мы узнали, что есть еще и религиозный календарь, то есть есть еще и другие названия месяцев. То есть они связаны уже с религией, с верованиями древних ингушей. Календарь сельскохозяйственных работ – это, по сути, уникальный проект для нашей республики, который может не только заинтересовать многих наших земляков, но и стать продолжением чего-то очень важного и масштабного в деле изучения родного языка. В будущем разработчики обещают порадовать нас новыми календарями, так как идей и задумок много, и эта информация не оставит никого равнодушным, уверены они.